пострадает гражданское население, хотя, конечно же, украинцы имеют полное право относиться к Ирану как к врагу, учитывая, какую роль Иран сыграл в снабжении россиян соответствующими технологиями. И там, хотя сегодня Иран заявил, что официально считает Украину участницей агрессии США и Израиля, это постпред Ирана при ООН сегодня заявил, поскольку материально и оперативно поддерживает военные действия США, то, ну, в общем-то, украинцы могут сказать, какая разница, что там считает Иран, потому что он свой выбор давно сделал, и Украина, которая сейчас старается капитализировать свой опыт на этом конфликте в заливе, в принципе, мне кажется, действует абсолютно правильно. И нужно признать, кстати, что Зеленский сделал удачный визит в страны залива, потому что они прогретые в прямом и в переносном смысле этого слова, и сейчас хватаются за технологические навыки, которые украинцы приобрели в ходе войны с Россией. И поэтому, как вы знаете, там работают наши команды, и, насколько я знаю, очень успешно работают. Иранцам их работа не нравится, поэтому вот эта вот оценка, которая сегодня прозвучала, это ну, напрямую связано с тем, что Украина становится там фактором в заливе. И, конечно же, я думаю, что Зеленский абсолютно правильно сейчас разыгрывает эту карту, потому что нужно ковать железо, пока оно горячо, и страны залива, как мы знаем, страны очень богатые, там есть деньги. Самое главное, что нас сейчас интересует в нашей сложной ситуации. И есть возможность увязать то, что есть у нас, с тем, что есть у них, и порешать и проблемы и нас, и наших уважаемых арабских партнеров.